византийцы, норманы, берберийские пираты приучили островитян к тому, что со стороны моря им всегда надо ждать нападения. Защищенными они чувствовали себя только в хмурых и труднодоступных горах. Мало кто из завоевателей мог похвастаться, что контролирует весь остров. Зачастую пришельцы не отваживались сунуться дальше прибрежной полосы, где их ждала неминуемая смерть от рук гордых и воинственных жителей острова, отчаянно защищавших свою независимость и самобытность. Хранят свою самобытность островитяне и сейчас. У них свой язык, отличающийся от итальянского, ярко выраженное островное самосознание. А вот отношение к пришельцам в корне переменилось. Только завоеватели и пираты повывелись, как сразу выяснилось, какой в сущности открытый и гостеприимный народ эти сардинцы-островитяне. И сегодня мы отправимся в провинцию Нуору, чтобы познакомиться с древними традициями и старинными праздниками этой земли. Провинция Нуору имеет выход к морю, а расположена она в гористой местности. Наша экономика базируется на сельском хозяйстве и животноводстве. Сейчас начинает развиваться виноделие. Промышленных предприятий у нас нет. С вашей страной нас связывают теплые дружеские отношения. В нашей провинции желанными гостями каждый год являются белорусские дети. И мы надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество будет развиваться в экономическом и культурном направлениях. Вы можете с уверенностью ответить на вопрос, что такое праздник. Для кого-то это Новый год, для кого-то зарплата, а вот праздник в Сардинии – это неотъемлемая часть жизни. Это вековые традиции карнавалов с элементами театра. Это особенный мир красок и чувств, сказочная феерия Великого острова. А чтобы по-настоящему ощутить вкус праздника, надо познакомиться с его сегодняшними жителями, которые верны традициям предков. И вот мы в Мамаяде и приехали сюда, чтобы увидеть древний обряд мамутоны. При въезде в город нас встречает свидетель тысячелетнего прошлого. Этому камню более 5000 лет. Когда-то давным-давно предки сегодняшних жителей Сардинии совершали около него жертвоприношения. Говорят, точно такой же камень нашли и в Англии. Кто их разъединил и как они попали на разные острова, остается загадкой уже многие столетия. È un gruppo di costumi tradizionali maschili e femminili che si propone di mantenere in vita le tradizioni del ballo di Mamuyara. Наш ансамбль существует почти 10 лет. Мы решили его создать для того, чтобы сохранить костюмы, танцы, традиции этого города, Мамаяда. Этому костюму уже много столетий. Его носили пастухи нашего острова. А наши танцы символизируют объединение. Мы должны быть вместе. В этом наша сила. Эти танцы – часть нашей истории, точно так же, как мамутоны или наши костюмы. И когда мы танцуем все вместе, то ощущаем связь настоящего с далеким прошлым. Diciamo che l'oro ha un significato abbastanza importante nel costume sardo. В женском костюме обязательно используются украшения. Во-первых, обычно костюм одевался по праздникам. Во-вторых, каждое украшение имеет свое значение. Например, пуговицы в виде женской груди символизируют плодородие. Все эти украшения изготавливаются из золота. На праздник женщина одевает все, что есть дома. Самое важное – пуговицы, цепочка и кулоны. А это традиционное сардинское обручальное кольцо. Оно имеет вот такую форму и рисунок. Кухня Сардинии – это не просто вкусная и здоровая пища, это целое искусство. Наверное, нигде в мире нельзя встретить такого разнообразия хлеба, как в Сардинии. Вот этот хлеб называется карасау, и хранится он в течение 2-3 месяцев.
Например, хлеб карасау дольше других видов не портится. Это расчет на длительное расстояние, ведь большинство жителей острова в прошлом были пастухами. И уходя надолго в горы, они брали с собой в дорогу именно хлеб карасау. И рецепты его приготовления не забыты до сих пор. È un alimento principale nelle famiglie, perché qui era pastorizia. Хлеб – один из важнейших элементов в кухне Италии, и секреты его приготовления передаются из поколения в поколение. Для карасау нужны следующие ингредиенты: манная крупа, мука, вода, дрожжи и соль. Дрожжи кладут в хлеб в зависимости от времени года, зимой больше, летом меньше. Сначала тесто раскатывается и делаются вот такие лепешки. Потом лепешка слегка прогревается и снова ставится в печь. И хлеб становится вот таким пышным. Его достают, разрезают, а потом обратно в печь. Лепешки не должны ни в коем случае охлаждаться, поэтому они хранятся в льняных или хлопчатобумажных полотенцах до того момента, как их начнут выпекать. Ничего секретного в производстве этого хлеба нет. Главное не нарушать технологию, придуманную много веков назад. Сначала чуть-чуть прогреть, достать, а потом опять в печь и достать, когда хлеб поднимется. Вот и все. Но вернемся к карнавалу Мамутонис, который можно увидеть только здесь, в Мамояде. Что это, шествие, праздник или старинный ритуал? Сегодняшние жители Мамояды не знают точное значение этого праздника. Но они знают точно, без Мамутонис не будет карнавала. Это символ праздника. Каждый год в Мамояде появляются люди в черных и белых масках, идут по улицам и будоражат звоном многочисленных колокольчиков души собравшихся. Во время карнавала на Сардинии с особой силой выражаются древние традиции, которые уходят корнями в седую старину. Наши предки оставили нам ритуал, но не оставили его объяснения. Мы не знаем, что он обозначает. Но нам известно, как это все выглядит и как происходит. И такого вы не увидите нигде в мире. Ученые выдвигают массу гипотез об этом празднике. Я их слушаю, все они разные. Но одна из них, что мне нравится, это та, которая рассказывает о боге Маути. Праздник проходит в конце зимы, когда все начинает расцветать. И Мамутонис – это жертва, которую приносили этому богу, чтобы плодоносила земля, был хороший урожай. Время карнавала – это конец зимы и начало весны. Черные злые маски уходят и уносят с собой холодные дни. На смену им появляются белые маски и Исахадорос с лентами из цветов, символизирующие приход весны. Шествие Мамутонис и Исахадорос предваряет церемония одевания. Это целый ритуал, который занимает довольно продолжительное время. Посмотрите, как это все происходит. Самая тяжелая ноша в прямом смысле выпала на долю злых сил, которые символизируют Мамутонис. Теплый жилет из овчины, маска, кепка, платок и еще не поверите, около 40 килограммов колокольчиков разной величины. И это когда на улице плюс 15-17 градусов тепла. До сих пор еще неизвестно происхождение праздника этого процесса. Сам по себе праздник может иметь два значения. Это победа зла над добром или празднование победы над завоевателями, которые пришли из Северной Африки. Черная маска – это черные силы, а белая маска – это освобождение. Почему я черная маска? Это необъяснимая вещь, потому что практически невозможно таскать на себе все это, терпеть это. Но я одеваю маску и нахожусь в другом пространстве. Практически сам себя не узнаю. Исахадорос повезло больше, все-таки добрые силы. Они в куртках из красного сукна, с поперечным поясом с бронзовыми и латунными бубенцами и камышовой веревкой или сохо в руке. Белая маска представляет собой, естественно, добро.
которая побеждает зло. Мы победили. Мне с детства одевали эту маску. Мне кажется, что я придаю какую-то уверенность в том, что могу помочь людям и творить добро. И нельзя не сопереживать этому действу. Откуда-то из глубин твоего естества поднимается волна необъяснимых эмоций, которые усиливаются с каждым звоном колокольчиков мамутони. А безмолвные маски создают ощущение нереальности происходящего. Как будто открылись врата времени, и из далекого прошлого к нам пришло напоминание, что добро всегда победит зло, под какими бы масками оно ни пряталось.